Совещание руководителей органов безопасности. 14 декабря на 19-м заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ глава Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов призвал своих коллег отойти от закостенелых подходов в борьбе с терроризмом. Мы должны отходить от закостенелого догматизма, который рассматривает подрывную деятельность и террористическую активность как нечто автономное, отдельное явление, сказал Саймумин Ятимов журналистам. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Задача разведки и контрразведки заключается в том, чтобы в этих явлениях найти сущность, выявить определяющее и закономерное. Ведь все эти явления обязательно инициированы, субсидированы, организованы, запланированы и реализуются конкретным субъектом международных отношений. Поэтому мы должны сверить качество и глубину оперативного реагирования, разработать общие шаги на благо наших государств и народов, цитирует агентство пояснения главы таджикского ГКНБ, который, очевидно, надеясь услужить России, намекает на вмешательство США в дела разных стран. Надо сказать, что несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их. Эксперты отмечают, что под прикрытием борьбы с терроризмом и экстремизмом режимы в странах Центральной Азии противостоят в первую очередь происходящему в данный момент во всем регионе религиозно-политическому возрождению, расправляясь с любым проявлением инакомыслия. Таджикский режим, например, десятилетиями преследует оппозиционно настроенных жителей страны. Кыргызстан, долгое время считавшийся островком свободы в регионе, после прихода к власти тандема Жапарова-Ташиева пошел по стопам своих соседей. В Узбекистане Мирзиёев, который после прихода к власти объявил о начале в стране масштабных реформ и окончании диктатуры, сразу же после внесения изменений в Конституцию и переизбрания на пост президента начал стремительный возврат страны в каримовские времена. Любая критика в адрес властей пресекается на корню. В этих странах не осталось независимой журналистики как явления. Ayollarni ro'molda yashaydigan xonadonlarga kirib, siz ro'molda yurar ekansiz, shu narsani yechib yursangiz, hali yosh ekansiz, hali kelin ekansiz degan uyma yurib qilingan murojaatlarni, talablarni eshitdik, ko'rdik. Shuning uchun mana shu holatlarda bular diniy e'tiqodi bilan bilinib qoladi, e'tiborga chalinib qoladi va ularni so'roq savolga tortilishi, ularni tushuntirish xati, tilxatlarni yozdirib qo'l qo'ydirilishi insonga baribir ruhiy bosimni o'tkazadi. Ularning shartlariga ko'nmaydigan bo'lsa, borib bular yana qora ro'yxatga tushib qoladi.